учителя русского языка, литературы, истории, обществознания. Аудитория у нас собралась большая, и хотя мы находимся в виртуальном пространстве, я думаю, возможность общения у нас с вами будет. Одним из модераторов семинара, онлайн-семинара, выступаю я. Меня зовут Борисова Валентина Васильевна. Я заведующая кафедрой русской литературы Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. И кроме меня в семинаре в качестве ведущих, выступающих участвует доцент нашей кафедры Жукова Юлия Александровна, она рядом сидит, и подойдет еще одна коллега, тоже Юлия Александровна, только Шанина. У каждого из нас свой материал, тем не менее, вначале мы будем в диалоге находиться друг с другом. Ну, а вы, уважаемые учителя, можете свои вопросы, обращения в чате писать. И в конце семинара мы на все ваши вопросы постараемся ответить. Ну, а теперь позвольте несколько слов сказать о проблематике сегодняшнего семинара, очень важного, очень актуального. Он связан с целым кругом вопросов, имеющим отношение к итоговому сочинению, которое выпускники нынешнего года будут писать 2 декабря. И хочу подчеркнуть, что это итоговое сочинение не самодостаточное. Оно имеет пропедевтическое значение, и поскольку перекликается с модификациями, с другими модификациями аттестационного сочинения, то во многом оно их предваряет, и результаты итогового сочинения можно рассматривать как некоторые прогнозы на последующие сочинения. И по русскому языку, и по истории, и по обществознанию, ну, извините, микрофон приходится в руках держать, наверное, еще не настроили, но будем стараться, чтобы вы все слышали. Вот. Так что я подчеркиваю важность итогового сочинения. Ну, надо еще отметить, что вот в этом году достаточно принципиальные изменения произошли, особенно в требованиях к нему, да и тематические направления немножко непривычными, наверное, многим из вас показались. Поэтому надобность в обсуждении вот всех этих вопросов, конечно, имеется. И мы постараемся оправдать ваши ожидания. Итак, приступаем к работе. Запускайте, пожалуйста, презентацию. Пошла презентация? Угу. Ну, у меня не переключается. Ну. Угу. Внимание на слайды, которые друг за другом будут идти. Ну, вы видите, что ждет нас 2 декабря в основной день. Конечно, никому не хочется еще в пересдачах принимать участие, но это неизбежно. И слава богу, что совсем небольшое количество выпускников переписывают сочинения. Почему это происходит, чуть позже мы прокомментируем. Ну и обратите внимание, что вот не меняется шкала оценивания сочинения по школьным критериям, а вот при поступлении в вузы оно
по-прежнему может и будет рассматриваться в ряду индивидуальных достижений учащихся. И как преподаватель вуза хочу обратить ваше внимание на то, что в этом году и правила приема во многих вузах меняются. Даже вот задержка на 1 месяц произошла. К 1 ноября эти правила должны быть опубликованы на сайтах всех вузов, и в них будет обязательно отмечен статус итогового сочинения. Вот, список вузов, судя по всему, расширится. Вот, и школьникам обязательно посоветуйте, когда они будут выбирать вузы, вот, и решать, какие ЕГЭ сдавать, в какие вузы поступать, чтобы они вот на этот момент обратили внимание. Так что двойное значение итоговое сочинение имеет как допуск к ЕГЭ в целом и как возможность получить дополнительные баллы при поступлении в тот или иной вуз. Порядок проведения итогового сочинения, конечно, всем коллегам, кто занимается подготовкой к нему, знаком. Но вот кажется, что гладко было на бумаге, а на деле этот порядок все-таки довольно часто нарушается. И вот к чему это может привести, сейчас скажет Юлия Александровна Жукова. Я обращусь к информации, которую довела до нас Иванова Ирина Владимировна, специалист отдела государственной итоговой аттестации Министерства образования и науки Республики Башкортостан в минувшем учебном году. Она сообщила, что в 2019 году была проведена большая работа по анализу итоговых сочинений на предмет выявления качества и самих работ, и качества проверки. По ее данным, 1414 работ подлежали анализу. Они были получены из муниципалитетов, где приблизительно 80% обучающихся получили оценку «зачтено». И вот из этого количества работ было выявлено более 70 работ некорректно проверенных. Вот. В том числе не выдержаны были требования объема. Очевидно было, что работы списанные, свыше 20 таких работ было установлено. А о чем это говорит? Это говорит о том, что процедура проведения данной формы итоговой аттестации не соответствовала установленным требованиям. Вот. И в ходе данного анализа были сделаны выводы о том, что необходимо и усилить качество подготовки экспертов и прежде всего оценивать работы в соответствии с утвержденными критериями, ну и, конечно же, не нарушать процедуру проведения самого итогового сочинения. Вот. Ну и сейчас я передаю слово Валентине Васильевне, она продолжит. Далее переходим к характеристике итогового сочинения. Видимо, уже мало кто из учителей школьных говорит, что это итоговое сочинение по литературе, вот, что не соответствует действительности. Итоговое сочинение является метапредметным. Вы видите на слайде, что оно носит надпредметный характер и нацелено на проверку общих компетенций обучающихся, каких именно вы тоже видите и знаете. Вот это требования, которые предъявляются вообще к аттестационному сочинению, к экзаменационному сочинению, соответствующему жанру рассуждения. Поэтому это все типичные их особенности. О категории метапредметности школьные учителя
тоже, думаю, все знают, поскольку об этом идет речь в образовательных стандартах. Вот, и цель школьного образования как раз вывести детей на метапредметный уровень, потому что мы выпускаем из школы не каких-то узких специалистов, скажем, филологов, математиков, физиков и так далее, а детей, которые получили общее среднее образование. Ну, метапредметность, как вы вот понимаете, конечно, предполагает выход за предметы, ну, не столько выход за, сколько вот над предметами, конечно, здесь мы оказываемся. И это то, что стоит за предметом или за несколькими предметами. Ну, в данном случае в одном ряду русский язык, литература, история, обществознание. Можно еще добавить и иностранные, родные языки. Вот метапредметность в их основе одна, и все эти предметы в корневой связи друг с другом находятся. С другой стороны, не переключается, Иван. С другой стороны, итоговое сочинение является литературоцентричным, литературоцентрический характер носит. Ну, вот не филологам объясняю разницу между этими, можно сказать, морфологическими формами слова литературный или литературоцентричный. Все-таки разные тут значения. Литературно-центричность предполагает в данном случае обязательное привлечение литературных примеров. Причем надо сказать, что вот в этом году само понятие литературного материала расширяется в очень большой степени. Ну и обратите внимание, что в любом случае вот литературный компонент в сочинении является обязательным, ну, а, скажем, в других случаях допустимых. Ну, вот можно о сочинениях по истории, по обществознанию сказать. Там литературная составляющая тоже имеется и может быть. Ну, понятно, что привлечение литературного материала в итоговом сочинении или, скажем, в сочинении по истории, по обществознанию отличается от того, как он используется в сочинении по русскому языку и тем более по литературе. Ну, об этом мы еще скажем далее. Не филологи, учителя вот не филологи, ну, могут сказать, а почему вот этот принцип литературоцентризма так важен в аттестационном сочинении? Почему именно литература в качестве материала для аргументации, в качестве, ну, как говорят вот иногда сами учителя, кладези примеров используются? Ну, потому что в литературе, как и в жизни, есть все. Вот, в литературе, как в искусстве слова, отражается и мир, и человек во всех своих проявлениях. И поскольку жизненный опыт учащихся не такой большой, то зато они приобретают опыт проживания жизни, читая литературные произведения, и имеют возможность на этот литературный опыт опираться. И хочется подчеркнуть вот в этом плане роль учителя, который должен формировать универсальные метапредметные умения и навыки. И именно они, как в зеркале, отражаются в итоговом сочинении. Поэтому еще раз хочу сказать, не надо все уповать только на усилия, самоотверженные усилия учителей-словесников. К итоговому сочинению должны готовить 11-классников все учителя, особенно гуманитарных предметов. Вот. И отсюда предупреждение, что сегодня нельзя смотреть на урок и детей
только из амбразуры своего предмета, исходя из принципа предметности. Вот метапредметный подход тоже очень важен. Вот посмотрите, как высказывается Ольга Алексеевна Решетникова, директор ФИПИ, тоже подчеркивая этот тезис. Ну и почему сочинение в таком виде, в том числе и итоговое, появилось в школе? Ну, сейчас уже все понимают его целесообразность, потому что не первый год оно проводится. Вот, итоговое сочинение призвано проверить широту кругозора, умение мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные произведения литературы, самые разнообразные. Вот в этом году допускается обращение и предполагается обращение не только к, собственно, художественной литературе, но и к литературе документальной, то есть в которой нет вымысла. Это всякого рода философские, исторические, публицистические, документальные произведения, которые тоже можно очень широко привлекать. То есть, по сути, сочинение проверяет, насколько умными стали наши дети, выходящие из школы, и насколько они способны хорошо говорить и писать. Вот, проще говоря, именно так. Но вот у всех учителей и у нас, вузовских преподавателей, вот, достаточно большой опыт наблюдений над тем, как дети себя проявляют. Конечно, мы имеем сегодня дело с поколением, ну, совсем другим по сравнению даже по сравнению с предыдущими поколениями. Вот, пожалуй, надо отметить, что вот дети, когда пишут то или иное сочинение экзаменационное, они оказываются в ситуации так называемого когнитивного диссонанса, потому что в повседневной жизни они думают, говорят совсем не о том, о чем им приходится писать в сочинении. То есть у них уже другая ментальность по сравнению с нами. И мы, представители старшего поколения, иногда наивно полагаем, что современные школьники понимают, почему Татьяна Ларина отказала Онегину. А про себя-то они говорят и думают, отказала, потому что дурой была. Вот, тем более им непонятен поступок Лизы Калитиной, героини Тургенева, которая вместо того, чтобы выйти благополучно замуж за Лаврецкого, почему-то уходит в монастырь. Или вот почему героиня Солженицына, Матрена, простая крестьянка, может быть, даже не совсем грамотная, как ведущая, не совсем понятный современному человеку образ жизни. Вот. Это праведница, без которой не стоит русская земля. Вот. И наша задача вернуть детей к пониманию этих ценностей. Именно это и проверяется прежде всего в итоговом сочинении. Ну, о критериях, безусловных, абсолютных, уже устоявшихся критериях оценивания итогового сочинения мы не будем долго говорить, они не изменились, и многие из них затем реализуются и в остальных модификациях экзаменационного сочинения рассуждения. Вот. Ну, хочу обратить ваше внимание, уважаемые учителя, на высказывание Натальи Дмитриевны Солженицыной, потому что именно она возглавляет комитет по подготовке тем итогового сочинения. Вот она очень здраво, мудро отмечает, что выпускник школы, если убрать этот мотив отрицания,
должен грамотно выразить свою мысль, вот, или хотя бы пересказать чужую. То есть вот все-таки тут разные подходы, учитываются возможности как сильных детей, так и более слабых. Вот, по крайней мере, допускается вот такой пересказ, опора на чужие мысли. Кроме критериев, надо обязательно иметь в виду два требования. Не буду их подробно комментировать, вот только отмечаю, что их надо обязательно подробно и полностью детям объяснять. Вот мы тоже с учащимися работаем, иногда видим, что они не имеют полного представления о требованиях к сочинению и о критериях их проверки. Видите, какое значение имеет и объем, и самостоятельность. Ну и довольно часто вот получается так, что дети в погоне за объемом, они подсчитывают количество слов, иногда начинают лить воду или просто вот лукавить, наращивая объем разными способами. Самостоятельность написания сочинения тоже большое значение имеет. Вот смотрите на фотографию, она реальная, видите, что может произойти, а последствия самые драматические. Предупреждайте, пожалуйста, детей о том, что списывать нельзя. Вот почему? Потому что сочинения ведь потом сканируются и размещаются в Федеральной информационной системе. Вот почему потом и происходит выборочная проверка. Вот. И любое сочинение, которое вот в таком виде в системе оказывается, оно очень быстро проверяется на антиплагиат. Вот вы здесь видите, как на слайдах все критерии представлены. Я их пропускаю. Хотя, когда будете детям их объяснять или уже объяснили, еще раз вот напомните, что в этих критериях есть подсказки. Разработчики как бы говорят, вот что надо иметь в виду. Вот, сочинение, рассуждение достаточно строгий, жесткий жанр. И хотя вот хочется там как-то творчески проявить себя некоторым детям, они должны писать только то в данном случае, что соответствует критериям, что должно соответствовать критериям, ну а дополнительно какие-то свои мысли, наверное, можно и добавить. Так. Угу. Критерии итогового сочинения в ВУЗе такие же, только они уже в баллах выражаются. Вот вы это можете и посмотреть, и еще раз детям объяснить. Вот в вузах, правда, не во всех вузах максимум баллов за итоговое сочинение ставится. Где-то 10, где-то 5, а где-то, может быть, и 3. Это все регламентируется правилами приема. Вопросы и ответы прогнозируются, поэтому мы здесь их разместили сразу. Вот вопросы разместили вместе с ответами. Вот очень актуально на сегодняшний день. Вот иметь в виду, что литературный материал чрезвычайно широкий. Это и художественные произведения, и дневники, и мемуары, и публицистика, и философские, и исторические тексты. Все разрешается использовать. Ну, когда зачет, не зачет, это уже все знают. Значит, еще раз, в каком жанре? Вот все аттестационные экзаменационные сочинения пишутся только в жанре рассуждения. Никакие другие разновидности, типа эссе или еще чего-то другое, или что-то другое не используются. Как будут формулироваться темы итогового сочинения? Разработчики этого не скрывают, хотя сами конкретные темы
сочинения закрыты, вот, но как они будут формулироваться, это известно. Или цитаты, или в форме проблемного вопроса. В форме проблемного вопроса. Ну, Наталью Дмитриевну Солженицыну я уже представляла. Вот именно под ее руководством каждый год определяются новые тематические направления. И напоминаю, вот ее высказывания прошлые, о них не надо забывать. Смотрите, что Наталья Дмитриевна отмечает, что в этих направлениях очень важную роль играют ключевые слова, метафоры, концепты. Вот. Что это за словесный ряд? Ну, это понятия, которые чрезвычайно многозначны по своей структуре. И ключевые слова, и метафоры по определению, имеющие наряду с прямым и переносные значения, и особенно концепты, которые, по сути, как синонимы символов могут рассматриваться. Ну и дальше вот еще очень умные высказывания другого филолога, Валентины Масловой, вот мы приводим о концептах. Обратите внимание на последнее предложение, что концепты появляются в глубокой древности и прослеживаются вплоть до наших дней. То есть концепты обрастают новыми смыслами. Вот, представьте себе, что вот мы снимаем какую-то шелуху, скорлупу и доходим до ядра концептов. А на это ядро слой за слоем наращиваются смыслы. Не переключается. Сейчас переключим следующий слайд. Угу. Вот. И советую вам, уважаемые учителя, обратить внимание на словарь Юрия Степанова «Константы» называется, словарь русской культуры. Там много полезного материала. И вот посмотрите на определение концепта, на то определение концепта, который Юрий Степанов дает. Полисемантичен, то есть многозначен концепт. И он имеет бесконечную перспективу своего развития и вообще развертывания. И вот здесь, пожалуй, самый важный момент, вот как работать с этими концептами, которые фигурируют и представлены и в формулировках самих тематических направлений, и которые будут фигурировать и в конкретных темах сочинения. Вот концепт и контекст. Ну, первое понятие понятно. Вот оно представлено в теме. Как с ним работать? Привлекая контекст, потому что концепт сам по себе в своем смысле как бы потенциальным является. А вот когда мы начинаем с ним работать, он раскрывается в том или ином значении, он актуализируется. По крайней мере, в нашем случае дважды. В рамках темы ведь тоже могут быть разные, и в них реализуются, раскрываются разные значения концепта. Вот это нужно обязательно учитывать. Вот, нехорошо, если вот дети сейчас готовятся, нацеленные на то или иное тематическое направление. И вот некоторые из них думают, что вот, скажем, такое направление, как «Я и другие», оно будет связано с темой любви. Может быть, но не только. Целый веер других тем будет представлен и распределен по регионам 2 декабря. И вот очень важно конкретизировать концепт в рамках заданной темы. Если этого не будет, то в сочинении дети будут включать механически искусственные примеры, которые
тематическому направлению в целом, да, могут соответствовать в силу своей отвлеченности, но к теме никакого отношения могут не иметь. Это вот первая фактическая ошибка, из-за которой сочинение пострадает по первому критерию, потому что может оказаться, что она написана не по теме. Ну, а дальше контекст оживает, раскрывается в том или ином своем значении, вот поворачивается как бы к нам вот нужной стороной в контексте литературного произведения. То есть он связан и с темой, концепт, и с привлеченным литературным произведением. И опять надо обязательно вот постараться, чтобы произошла так называемая смычка, чтобы смысл контекста соответствовал и теме, и чтобы он соответствовал содержанию литературного произведения, ну, в каком-то своем конкретном проявлении, которое выпускник привлекает. Иначе он будет заниматься конструированием. Сочинение будет собираться как некий конструктор, причем плохо собираться, потому что детали, так сказать, отдельные его части друг другу не будут соответствовать. Вот что хочется подчеркнуть. Таким образом, вот контекст тематический, контекст, собственно, литературный – это ключ, с помощью которого концепт раскрывается. Ну, он может раскрываться достаточно конкретно, потому что определенные смыслы раскрываются, проявляются. Ну, и в каком-то вот плане концепт даже может быть расширен, потому что, вы же понимаете, он открыт в своей структуре, и выпускник может прибавить какое-то свое понимание этого концепта. Вот. И вывод. Вывод – это вот как установка, которой необходимо следовать. Только в определенном контексте реализуется смысловой потенциал концепта, причем дважды. Тематические направления этого года вы видите. Тут вот вначале мы краткие формулировки даем, чтобы не только учителя-словесники, но, скажем, и историки, и кто обществоведение преподает, увидели, что вот эти тематические направления не предметное, не узкопредметное значение имеют. Вот. Темы в рамках первого направления, уж если вот так конкретизировать, они больше с историей связаны. Так ведь? Ну, а остальные темы, они и к социологии, и к психологии, и к философии имеют отношение. А это ведь все разделы вот предмета обществознания, поэтому готовить к итоговому сочинению, конечно, должны не только учителя русского языка и литературы. Теперь комментарий. Он не наш, это комментарий ФИПИ. Ну, что мы тут выделили курсивом? Ну, можно сказать, подсказки. Они здесь достаточно явные и позволяют вот из широкого тематического направления выделить конкретные аспекты. Ну вот в данном случае по направлению забвению не подлежит, совершенно отчетливо вырисовываются следующие тематические аспекты. События и лица, живущие в большом времени, ну, это выражение филолога и философа Михаила Михайловича Бахтина.
Ну, в большом времени по-другому, в вечности, в веках. То есть это память об исторических и не только событиях и лицах, которые продолжают жить в наше время. Хотя, может быть, они связаны со временем там, 17 века, вообще с большой древностью и так далее. И следующий аспект – вечная память о горьких и славных страницах. Видите, эти слова тоже в комментарии имеются, и тут о разном прошлом придется выпускникам рассуждать. И вот дальше вы сможете убедиться, что и многие авторы, которые обращаются вот к этим проблемам, они говорят и о горьком, и страшном опыте прошлого, а не только о славных его страницах. Вот второе направление «Я и другие». Тут тоже достаточно легко выявляются конкретные тематические аспекты. Вы их на экране, на слайде видите. Вот с этими аспектами и связаны предполагаемые темы. Третье направление – время перемен. Ну вот видите, в этом году формулировки, конечно, отличаются от того, что было раньше, и может показаться, что разработчики отказались от своего принципа связывать тему с двумя концептами, альтернативными по отношению друг к другу. На самом деле они этот принцип сохранили. Четвертое направление тоже раскрывается вот в веере, как веер конкретных аспектов тематических и конкретных тем. Вот их все можно перевести под знак вопроса, и таким образом предполагаемые перспективные темы можно уже детям предложить. Последнее направление. Ну, тут видите, прошлое и будущее, вот эта альтернатива налицо. Вот, и смотрите на слайд, вот чем это направление отличается от предыдущих. Тут все-таки сделан разработчиками акцент на том, что привлекается сугубо современный материал. Вот, дети должны исходить из того, что говорят именно современные писатели, ученые, журналисты, публицисты. Можно с ними спорить или соглашаться. Вот, но в любом случае вот диалог с ними необходим. Ну, а внизу вы видите опять конкретные аспекты тем. Так, и еще один момент, на который хочется обратить ваше внимание. Вот в предыдущие годы это было совершенно очевидно. Вот повторяю, что в этом году тематические направления, да и темы могут формулироваться так, что может показаться, что только один концепт имеется в виду. На самом деле нет, принцип противопоставления понятий остался. Вот. Раз есть забвение, то есть и память. Я и другие тут налицо. Если время перемен, то, конечно, нужно отметить и время, допустим, стабильное, не меняющееся. Разговор с самим собой, он тоже предполагает вот, взгляд на человека как на целостное существо или, по крайней мере, вот, нужно иметь в виду, что человек может оказаться вот и в ситуации внутреннего раздвоения, как бы разговаривая со своим двойником. Прошлое и будущее – это понятно. Так что вот, по сути, нынешние направления ничем не отличаются от тех, которые предлагались раньше. Ну, позвольте вот теперь более подробно прокомментировать первое направление. Вот, ну, многие дети, наверное, его уже выбрали, потому что оно понятнее во многом. Видите, мы обратились к словарю Даля,
чтобы раскрыть значение первого ключевого слова «забвение». Оно имеет свои синонимы, вот, и такая словарная работа, она необходима, потому что понимание концепта, его смысловой структуры у выпускников должно быть. Они об этом могут написать во вступлении, как понимают, что такое забвение, что такое память и так далее. И вот мы для вас подготовили материал, который можно сразу использовать в процессе подготовки к итоговому сочинению. Видите, вот заголовок этого слайда модели соотношения концептов, вот двух концептов – память и забвение. По сути, перед вами тезисы. Ведь что должен ребенок продемонстрировать в итоговом сочинении? Вот перед ним возникает некий проблемный вопрос. Он сформулирован в теме. На этот вопрос надо дать прямой и точный ответ, который оформляется как тезис. Вот мы вам эти тезисы и предлагаем. Какие вопросы за этими тезисами стоят, нетрудно их восстановить, то есть реконструкцию провести. Вот. И почему мы ряд этих тезисов предлагаем? Чтобы дети с вашей помощью убедились в том, что тут разные тезисы могут быть, с разных точек зрения, с разных сторон могут вот эти концепты раскрываться, и разные ответы могут быть даны. Ну вот позвольте прокомментировать. Значит, допустим, такой смысл, такое значение концепта память. Такое позитивное, важное значение, когда память является хранительницей идентичности нации и человека. Потому что и нация, и человек остаются таковыми, пока вот помнят о себе, о том, какими они были, какие они есть и какими они будут. И в этом плане, конечно, забвение – это прямая противоположность, тут уже другой смысл, негативный – это потеря и разрушение идентичности. Вот этот тезис, он будет наиболее востребован, нетрудно предсказать, потому что он такой, можно сказать, на поверхности концепта лежащий. Тут вот это противопоставление напрашивается сразу, и оно оценочным является. Память под знаком плюс, а забвение под знаком минус. Но не будем только вот с этой точки зрения смотреть. Ведь забвение не всегда враг памяти. Забывать тоже нужно, когда вот возникает необходимость что-то стереть в прошлом, потому что оно висит и мешает жить. Вот. И когда вот это прошлое обнуляется, то можно начать жить и творить с чистого листа. Такие ситуации тоже бывают, и об этом вот многие авторы пишут. Третий тезис, то есть третья точка зрения на соотношение вот этих концептов. Что значит забыть? Ну, проще говоря, простить, отпустить, примириться со своим прошлым, каким бы оно ни было. И вот когда мы такое прощение с памятью в один ряд ставим, то, конечно, возникает определенное равновесие данных концептов. И еще одно проявление, еще один смысл. Память как благодарность. Пока помним, значит помним, если есть память, то значит помним о том, что для нас сделали люди, какое добро принесли. Вот об этом помним и демонстрируем свою благодарность и свой долг выполняем. Вот. Как сказал Пугачев Гриневу, который подарил ему заячий тулупчик:
век не забуду вашей милости. И ведь не забыл. Вот, долг платежом оказался красен. И Гринев и Пугачев как бы взаимную благодарность высказывали, выражали своими словами и поступками. Ну, а забвение в этом случае – это уже знак неблагодарности. Ну, и с исторической точки зрения, забвение это угроза повторения ошибок прошлого. И в этом случае, конечно, память как предупреждение выступает. Вот такие модели, разные варианты раскрытия концептов память и забвение в их взаимосвязях. Примерных тем сейчас в интернете очень много можно найти. Видите, веер раскрывается, и уже очень длинные перечни этих тем появляются. Мне кажется, сильно увлекаться ими не надо. Достаточно исходить из тех конкретных аспектов темы направления, чтобы попытаться угадать, что ли, успеть подготовиться к конкретным темам. В данном случае вы видите типичные формулировки. Цитаты. Это уже такой традиционный этап подготовки к итоговому сочинению. Не будем забывать, что дети сочинения и рассуждения пишут. А когда мы рассуждаем, мы все-таки многое по памяти используем и в устном, и в письменном высказывании. Тут такая подготовка нужна, и цитаты, заученные, хорошие, глубокие мысли, они в любом случае пригодятся. Можно школьникам давать соответствующие задания, сборников афоризмов, крылатых выражений сейчас очень много можно найти, и цитатами, близкими душе, уму, дети могут заранее обзавестись. Список произведений. Список произведений тоже может быть большим, длинным. Вы не обрушивайте на головы детей все эти произведения. Хорошо, если они что-то уже читали. Перечитать им нужно. Почему? Потому что надо еще раз связать эти произведения со всеми его мотивами содержательными, с предлагаемыми тематическими направлениями. Вы видите, что здесь большей частью хрестоматийные тексты представлены, и во многих из них мотив памяти является сквозным и главным. Есть и произведения, не совсем из школьной программы, и пусть. Я хотела бы обратить ваше внимание на и книгу, и фильм под названием «Список Шиндлера». Это роман немецкого писателя Томаса Кеннелли и фильм, режиссером которого является Стивен Спилберг. И можно предложить детям и роман, он не такой уж большой по объему, прочитать, и фильм потрясающий посмотреть. Скажу несколько слов о романе и фильме. На кольце, которое бывшие заключенные евреи, пережившие Холокост, подарили своему спасителю, немецкому фабриканту Оскару Шиндлеру, было написано: «Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир». Эти слова из Талмуда были на кольце, подаренному Шиндлеру.
избавившему от мученической смерти больше 1000 евреев в краковском гетто. И Оскар Шиндлер не был святым, но стал, по сути, праведником мира. И о нем до сих пор помнят. Вы видите, это благодарная память. Помнят те, кто обязан ему жизнью, хотя уже мало осталось этих стариков, но помнят их дети и внуки. И посмотрите, вот как важно подчеркнуть, когда Шиндлер скончался, его оплакивали евреи на всех континентах. И, конечно, вот подобные примеры великолепно вот ложатся в сочинении, которое связано вот с данным направлением. Или «Солярис», вот тоже и роман Станислава Лема, и прекрасный фильм Андрея Тарковского. Многие, наверное, видели, читали, и школьникам будет полезно познакомиться с этими шедеврами искусства. Главный герой романа, психолог Крис Кельвин, прибывает на борт космической станции «Солярис». Встречает там двух оставшихся на ней ученых, друзей своих, Снаута и Сарториуса. И вот всех их посещают своего рода ожившие фантомы памяти, которых посылает на станцию мыслящий океан, космос, по сути. Вот Кельвину этот океан посылает возлюбленную Хари, которая 10 лет назад покончила с собой после размолвки с ним. То есть океан материализует воспоминания человека, пробуждая в нем нравственные чувства, совесть. И в конце, вот особенно это очевидно в фильме Тарковского, это финал фильма, в безбрежном океане Соляриса плывут острова, сотканные из памяти людей о Земле. И на одном из них Крис обнимает своего отца, принимая позу рембрандтовского блудного сына. Вот таким образом можно привлечь материал литературных произведений. Ну и в конце списка вы видите еще вот не, собственно, художественные только тексты, книги о генерале Карбышеве, о Жукове, о генерале Власове. Вот как их можно использовать, скажет Юлия Александровна. Я хотела бы сказать, что да, действительно, художественная литература и художественная публицистика не исчерпывают того литературного материала, который может быть задействован при написании сочинений. И в каком-то смысле вот подобного рода тексты, как документальная повесть Решина или роман беллетристический Михеенкова, они могут быть задействованы и на итоговом сочинении, и, кстати говоря, во время размышления на обществознании или на истории, вот, при выполнении соответствующих заданий. Тем более, что и в дистанционном варианте, не в дистанционном, демонстрационном варианте КИМов ЕГЭ по истории значится имя Жукова, и вот предлагается осмыслить эту фигуру и его вклад в историю, сопоставив, может быть, или связав его с кем-то из других выдающихся личностей. Но вот в данной книге из серии «Жизнь замечательных людей» показана не только сама вот по себе колоритная, монументальная фигура маршала, но и рассказывается очень подробно о его взаимосвязях, его отношениях с Иосифом Сталиным и с другими маршалами, ковавшими победу во время Великой Отечественной войны. Вот требование осмыслить связь с другими историческими фигурами, оно включено и в формат сочинения по истории, и точно так же может быть задействовано в рамках итогового сочинения, но если, скажем, даже и не тематическое направление о забвении будет использоваться, а, скажем, тематическое направление «Я и другие».
Вот. Что хотелось бы отметить. Спасибо. Ну и учителя меня хорошо поймут. Объемные тексты дети уже не успеют прочитать или перечитать. Ну, ничего зазорного не будет в том, если они обратятся к небольшим совсем текстам, типа «Крохотка» Солженицына. Ну вот писатель, рассуждая о позоре, имеет в виду как раз горькие страницы нашей истории. Это вот как бы национальный позор наш, который из прошлого пришел в настоящее и, к сожалению, продолжает висеть над нами. И уже никогда его не убрать из нашей истории, подчеркивает писатель. И вот еще одна рекомендация, но вы можете ее принять на свое усмотрение. Видите, вот уже шла речь о том, что можно обращаться и к экранизациям литературных произведений, хотя они, конечно, вторичны по отношению к, собственно, художественным, допустим, текстам. Но зато появляется возможность вот больший эффект, поучительный такой эффект оказать на детей, будет немножко, будет другое восприятие, более синкретичное, когда и фильм, и текст, и, допустим, стихотворение Высоцкого в его исполнении. Вот такую возможность используйте. Ставьте запись фильма, запись песни, пусть фрагмент из театрального спектакля по тому или иному произведению дети посмотрят. Это все им необходимо для эмоционального переживания, для того, чтобы они потом вот с большей искренностью вот это все расписывали. Да, я хотела бы добавить вот еще один момент. Валентина Васильевна совершенно справедливо отметила, что очень мало времени для ознакомления с крупными произведениями, но есть такие книги, такие источники, которые можно привлекать фрагментарно. И вот здесь хотелось бы обратить внимание, например, на книгу Алексеевич «Последние свидетели». Отдельные воспоминания, они вполне могут быть осмыслены и передают концепцию, основную мысль автора, для чего, собственно, они были собраны и какое воздействие он хотел оказать на читателя. Ну, продолжаем. И вот видите, здесь уже схематично представлено, как вот те или иные грани концептов обоих связываются с произведениями, которые нужно будет привлекать, уже аргументируя свое понимание концепта. Ну вот, допустим, одно из последних стихотворений Пушкина «Вновь я посетил». В процессе подготовки к итоговому сочинению можно ему уделить внимание, провести анализ пушкинского текста, показать, как мотив памяти в нем раскрывается, причем достаточно многозначно. И вот так в каждом случае. Но, конечно, говоря о литературном контексте, нужно иметь в виду, что не только конкретные связи реализуются, есть ведь универсальные произведения, которые могут быть использованы для написания сочинения по всем 5 направлениям. Это действительно энциклопедия жизни, универсальные произведения, шедевры русской и мировой классики, такие как «Капитанская дочка» или, скажем, «Один день Ивана Денисовича» и так далее. Ну, письма о добром и прекрасном академика Лихачева, извините, эксплуатируются в школе уже давно, но это, в принципе, правильно, потому что это очень умные письма,
видите, они небольшие, и они как будто бы были написаны Дмитрием Сергеевичем вот, и для современных школьников тоже. Причем вот в этом сборнике по первому направлению вот 2 письма есть, и 27-е, и 41-е. Вот прочитайте их вместе с детьми и посмотрите. И попробуйте их использовать, перефразируя, то есть создавая парафразис, своего рода переложение письма Лихачева. Такой опыт учебный у выпускников школы есть, потому что в 9 классе они писали изложение, и они ведь там тоже занимались трансформацией текста, не только прием исключения использовали, но когда вот пытались упрощать и обобщать, то ведь они и своими словами пересказывали содержание текста первоначального. Вот если попытаться вот такую работу с детьми провести, то они вслед за Лихачевым, по сути, создадут рассуждение как бы вслед за ним, только выразят его мысли своими словами. Причем это как бы готовая структура сочинения получается, потому что основные положения письма Лихачева можно достаточно легко дополнять литературными примерами соответствующими. И вот в результате получится полноценное, искомое, итоговое сочинение. Такая работа тоже полезна. Попробуйте. Ну, второе направление не будем долго комментировать, время быстро идет. Тут, видите, модель подготовки как бы задается одна. Мы обращаем, вот, тематическое направление. Формулировки включают в себя 2 концепта. С этими концептами связаны примерные темы. Конечно, на них выходим, комментируем, используем цитаты. Обязательно готовим материал для литературной аргументации. Какое-то произведение еще раз обсуждаем в классе. Если оно в свое время текстуально изучалось, то теперь надо на него посмотреть с точки зрения того или иного тематического направления. И вот здесь еще, смотрите, тут мы немножко добавляем вот другой материал. Вот, допустим, я и другие. Напрашиваются 3, по крайней мере, логических способа раскрытия темы в рамках данного направления. Вот я и другие вместе, рядом, полная гармония. Такое тоже бывает и должно быть в семье, в обществе, в школе и так далее. Второй способ уже альтернативный, противопоставление, когда в ситуации выбора человек оказывается или я, или другие. Ну, большинство детей вот эти варианты раскрытия темы понимают, используют. Гораздо реже выходит на такой способ, как сравнение, позволяющее, скажем, посмотреть на собственное «я» с точки зрения другого. Вот, когда возможно вот, посмотреть на себя не только собственными глазами, так сказать, эгоистически, но глазами другого или других. Вот этот способ, он самый оригинальный и, пожалуй, самый продуктивный. Ну вот третье направление вместе с примерными темами вы видите. Мы, конечно, здесь свой отбор сделали, и вот из того вороха многочисленных примеров, которые в интернете есть, мы выбрали, ну, на наш взгляд, самые оптимальные. Потому что разработчики, конечно, тоже подготовили темы хорошо сформулированные. Здесь вот фрагмент текста, автором которого является современный публицист Дмитрий Джулиус,
И смотрите, опять это готовые суждения, которые можно дополнить собственными соображениями и примерами. Цитаты тоже пусть дети отбирают, вплоть до латинского высказывания «tempora mutantur et nos mutamur in illis». Вот. Не надо им готовый список цитат давать, пусть сами поищут то, что ближе их душе. Список произведений тоже, вы видите, достаточно разнородный. Тут и классика, тут и современные тексты, даже вот песенные. Вот Игорь Тальков, Александр Дольский здесь присутствует, и произведения зарубежной литературы, вот «Унесенные ветром». Маргарет Митчелл, конечно, тоже прекрасно подходит к данному направлению. И какой именно образ, какой фрагмент взять, это дети уже под руководством учителя смогут сообразить. Четвертое направление – разговор с собой. Но оно перекликается с направлением «я» и другие, конечно, тоже. Вот есть очень интересные тут формулировки, вы видите. Вот и цитата, посмотрите вот на последнее высказывание, тоже оригинальное, запоминающееся. Список произведений. То опять и классика, и современная беллетристика, в том числе много произведений малой прозы современных писателей. Ну вот об одном из них Юлия Александровна несколько слов тоже скажет. Я бы хотела представить, ну, по крайней мере, два рассказа Михаила Бару и Людмилы Михеевой «Болтун». Ну, начну с последнего. В рассказе «Болтун» описывается ситуация, как главный герой, наблюдая за своим сыном, вспоминает о своем отце и о себе самом маленьком и задается вопросом: а вот теперешние дети, его сын, смог бы вот так, как он в детстве, работать в лесу на комарах? И вот, отталкиваясь от этого вопроса, сравнивая себя себя маленького с сегодняшним своим сыном, он предается воспоминаниям. И совершенно очевидно становится, что он начинает потихоньку понимать, какой вклад привнес отец в его состояние и какие чувства он испытывал. То есть рассказ очень интересный и подробно описывает как детей, как они с миром уживаются, они с ним находятся в полной гармонии, они и родителям помогают на сенокосе, и рыбачат вместе, и играют, вот, придумывая какие-то самые разнообразные развлечения. Они беззаботны, слиты с окружающим их пространством. И отец Михаила, Сергей, понимает, какое место занимают в его жизни дети, и проникается к ним благодарностью, потому что вместо того, чтобы остаться дома и отдохнуть от тяжелой работы, они снова стремятся быть вместе с ним, разделять все тяготы и радости поездки, дальней поездки. Вот. Ну и что касается рассказа из жизни одного ежа Михаила Бару, то здесь представлен вот опыт, скажем, самопознания. Человек размышляет о том, как он стал литератором, что его сподвигло, хотя никаких предпосылок для того, чтобы заняться творчеством, не было. Как он пишет, в детстве он с мучением читал сказку «Волк и 7 козлят», вот, потому что читать он не любил и не хотел. Достоевского он тоже не принял. Единственное, что его увлекло, это разнообразного рода книги по химии, физике, астрономии. Собственно, он сделал блестящую карьеру ученого, но, тем не менее,
литература его не оставляла, и окружающие задавались мыслью: так кто же ты, химик или? И после этого или стоит многоточие, вот, потому что назвать его в полном смысле литератором как-то не получалось. Вот. Но сам рассказчик говорит о том, что за 30 лет он смог понять, кто он, что он, но никому об этом он, естественно, не расскажет. Вот. В каком-то смысле он находит какое-то сходство с Акакием Акакичем Башмачкиным. Вот. Но, наверное, и это чувство, оно тоже очень обманчивое было. В общем, психоанализ, которым он занимается, он называет не иначе как Гельштадт, и говорит о том, что что и написание этого рассказа, начатое давным-давно, тоже представляло собой вот такой вот интересный опыт и нацелено было на то, чтобы выяснить, кто и что он есть такое. Такой результат разговора с самим собой. Вот. Ну, о ключевых произведениях русской классической литературы, которые энциклопедиями жизни являются, уже речь шла. Это, пожалуй, основной корпус текстов, который используется при подготовке к сочинению. Пятое направление, позвольте уже подробно не комментировать. Вот тут структуру мы сохраняем вот от примерных тем к цитатам разнообразным. Список произведений современной литературы, вот все-таки здесь упор на этом сделан. И надо сказать, что это добротная вот литература для подростков, для молодых людей большей частью. Ну, наверное, этот круг детского чтения вам знаком. Хотя не только. Тут вот, скажем, прекрасное эссе, фельетон скорее, Татьяны Толстой тоже фигурирует. Вот обратите на него внимание. Вроде бы речь идет о языке современного человека, но это ведь тоже и зеркало времени, и его самого. Каков язык, таков человек, таково и поколение. И вот в ироническом стиле написанный текст Толстой очень интересен в данном случае. Ну, переходим к еще одной важной части вот нашего семинара. Она такой методический, технологический характер носит. И вы, конечно, согласны с тем, что вот предложенные этапы подготовки к итоговому сочинению неизбежны и закономерны. Вот каждое тематическое направление прорабатывается. Понятно, что ко всем 5 направлениям дети готовиться не должны. Одно выбирают, но на всякий случай нужно еще и второе. И затем озаботиться расширением литературного контекста. Вот еще раз нужно прочитать, добиться того, чтобы в голове играло содержание литературных произведений, которые будут на языке, на слуху у наших школьников. Ну и, конечно, необходимо освоить, закрепить ту или иную технологическую модель сочинения. Ну а дальше уже идет практика. Практика и практика. Как научиться писать? Значит, только писать и писать, редактируя, исправляя, улучшая. С чем столкнутся дети на экзамене сразу? С инструкцией. Вот здесь выдержки и опять есть подсказки. Вот пошагово этой инструкции и надо следовать. Вот будет дан проблемный вопрос, на него надо прямо и точно ответить, формулируя свое мнение, свою точку зрения, аргументируя позицию, выстраивая рассуждения в рамках темы. Ну, примечание на основе не менее одного произведения. Ограничений нет. Можно и 2, и 3, у кого как получится. Обратите внимание вот на этот слайд, где организация подготовки учащихся к сочинению.
представлено. Ну, это такие конкретные методические уже советы. Ну, вряд ли вы их значимость будете отрицать. Я бы только вот еще подчеркнула вот важность формирования целого комплекса универсальных речемыслительных умений, необходимых для написания сочинений, и формирования и совершенствования этих умений. Вот они сугубо метапредметную направленность, как вы видите, имеют. Переходим к логическим, риторическим правилам и приемам, необходимым при написании сочинения, рассуждения. Ну, самая простейшая технология связана с логической трансформацией темы, ну, с составлением плана или интеллект-карты, скажем, об этом тоже пойдет речь. Ну и анализировать надо готовые сочинения, развивать навыки рецензирования или своей и чужой работы. И обратите внимание на последний пункт. Мы предлагаем вам обязательно вместе с детьми заниматься редактированием написанного сочинения, используя компьютерную программу «Редактор» и организуя совместную работу над ошибками. Ну, с чего начинается работа над сочинением? Естественно, с понимания темы, определения ее объема, границ, отбора и систематизации необходимого материала. Вот, с оформления тезиса, это очень важно. Тезис – это ответ, это раскрытие темы. Без этого по первому критерию дети плюс не получат. Вот смотрите, самый простейший способ раскрытия темы, который, по сути, как ее трансформация. Но эта трансформация как бы чисто формальная. Естественно, никакой подмены содержательной, тематической нет. Вот дети получат на экзамене тему, которая будет сформулирована большей частью как тема-вопрос. Вот эту тему-вопрос надо будет перевести в тему суждения, то есть вот тезис сформулировать. Но чтобы остаться в рамках темы, все-таки надо вернуться к первому этапу, к теме понятию. Ну вот вы видите на слайде, какова логика развертывания темы в данном случае. Вот исходный вариант – тема понятия. Человек и технический прогресс. Эти ключевые слова могут фигурировать в теме такой. Как изменяется жизнь человечества под влиянием технического прогресса. Это вот в готовом виде дети получают или реконструируют тему понятия. Самостоятельно они должны выйти на тему суждения, которая, по сути, является тезисом, искомым. Вот. Если посмотреть с обеих точек зрения, а не однозначно только тему раскрывать, то понятно, что мы должны подчеркнуть, научно-технический прогресс – это и благо, ну и большие издержки, и враг. И вы видите, что тут вот мысль развивается дуалистически, скажем так. С одной стороны, с другой стороны. Вот это очень удобный способ размышления, когда с разных сторон раскрывается тема. Ну и вот выходим почти на математическую формулу сочинения и рассуждений. Вот в целом оно обязательно включает в себя тезис, плюс доказательство и плюс вывод. Об этом идет речь и об этом говорится и в рекомендациях ФИПИ, что тезисно-доказательная часть обязательно совершенно в сочинении рассуждений. Ну вот посмотрите на публицистический текст современного автора Якова Кедми «Никто». Тоже такой весьма впечатляющий. И мы даже цветом тут выделили то, что относится к наблюдениям, по сути, выглядит как бы аргументацией, примерами, то, что является тезисом, суждением. Вот мы первое поколение, которое не оставит от себя следов. И вывод. Привет, эпоха гаджетов, компьютеров и соцсетей. Ты умудрилась нас стереть. Вы видите, проблема влияния
прогресса технического на человека здесь вот решается, ну, в таком критическом ракурсе. Способы аргументации, вот это тоже важный момент, потому что нам-то рассуждать хорошо, а дети решают конкретные задачи. А как ввести литературный пример, а как он должен выглядеть. Ну, есть разные способы аргументации иллюстративной, когда вводятся в сочинении те или иные примеры из литературного произведения. Это может быть комментированный пересказ. И мы с Юлией Александровной уже это сегодня показали. Пересказ содержания. Ну, конечно, не всего произведения, а какого-то эпизода, который вот, в котором обнаруживается связь с предложенным концептом. Во-вторых, может быть актуализирована проблематика литературного произведения. Тоже одна из проблем, которая связана и с проблемным вопросом, решаемым учеником. Это может быть аспектная характеристика литературного героя. Можно обратиться и к системе образов персонажей всего произведения. Ну и сопоставлять фрагменты героев из разных произведений, если не один текст, а несколько привлекается. На композицию сочинения тоже хочется обратить внимание, но здесь, вы видите, разные виды вступления обозначены. Ну, конечно, в данном случае приоритетно аналитическое вступление, поскольку сходу дети могут раскрывать значение концептов, вот, которые им предложены. Заключение тоже оформляется двояко. Или это может быть обобщение аргументов, как их сумма, или выход на новую мысль. На данном слайде вы видите, вот, чем отличаются друг от друга вступление, основная часть и заключение итогового сочинения и с композиционной, и с содержательной точек зрения. И вот эту памятку детям дайте, пожалуйста, мы над ней много работали, шлифовали, и на наш взгляд здесь самые важные моменты обозначены, пригодится детям. Вот пособие, которое можете использовать. Оно в этом году выпущено. Здесь разработчики ФИПИ, вот авторами данного пособия выступают. Ну, имейте в виду. И список ресурсов. Хочу подчеркнуть, что это список ресурсов достаточно добротный. Вот ФИПИ тоже его рекомендует. Так что тут вот по этим электронным адресам на нужные источники вы легко выйдете. И даже вот эти массовые, так сказать, сайты, на которые выходят наши дети, ФИПИ, в принципе, тоже не отвергает. Полезный материал, ну, сортируя, конечно, не все беря, вот на этих сайтах есть. Обратите особое внимание вот на последний сайт, Всероссийский школьный проект ЕГЭ 100 баллов. Его ведут профессиональные эксперты. Там много интересных материалов вы найдете, в том числе вот связанные и с редактированием сочинения. И вот мы сейчас вам покажем то, что, может быть, вы еще не делаете. Да, то, что еще не делаете, но будете делать. Мы вам хотим показать пример редактирования написанного школьником сочинения. Вот, мы используем здесь возможности компьютера, вот, и в нынешних условиях дистанционного обучения это вот полезно будет. Сейчас вот вы увидите соответствующий документ. Нет, не этот. Документ, просто документ, файл. Это в последнюю очередь. Сейчас, подождите немножко. Техническая заминка. Сейчас откроем
вордовский документ, потому что там есть примечания, вот, которые пока мы не смогли перенести в слайд. Сейчас откроется. Вот, смотрите, уважаемые коллеги, это вордовский документ, сочинение школьника, написанное на тему, что значит быть самим собой. Вот примечание эксперта, который все ошибки, недочеты в данном случае выделяет. Смотрите, справа исправляется второе предложение. Ребенок начинает его со слова «ведь». Ну, это грамматическая в данном случае ошибка. Лучше сказать «действительно». То есть, раз цитата привлекается, то надо же свое отношение к ней выразить и сказать. Вот действительно, прав Стендаль. Дальше смотрим. Надо поднимать текст. Поднимать текст. Вот я первый абзац прокомментировала, вы просто прокручиваете текст, чтобы он поднялся выше. Пожалуйста. Ну, можно вот так, вот даже лучше. Ну, чуть-чуть выше еще поднимите, потому что первый... Нет, чуть ниже. Вот первый абзац я прокомментировала, ну, я не буду весь текст вот показывать. Смотрите, о том, что значит обрести себя, писал Лев Николаевич Толстой. Но лучше здесь только инициалы оставить. Почему ребенок во всех случаях пишет вот Александр Сергеевич, Лев Николаевич Толстой, понятно. Он объем слов увеличивает таким образом. Ну, в общем, вот эти материалы мы вам обязательно вышлем. И вы дома на своем домашнем компьютере все увидите. И смотрите, здесь используется и опция «зачеркнуть», и опция «сделать примечание». Вот это удобный, такой самый простой вот способ редактирования с помощью компьютера. Пожалуйста, выше, вот следующий абзац к этой теме. Выше текст поднимайте. Ага. Посмотрите, весь этот абзац, в котором ученик приводит пример уже из произведения «Капитанская дочка», мы убрали, потому что, несмотря на все усилия, вот готовый пример втиснуть, впихнуть вот в это сочинение, оно не соответствует теме, поэтому ребенок потерял объем. И, кроме того, вот вернитесь к первой части листа, опустите, да, вот смотрите, хрестоматийный пример приводит ребенок, рассуждая вспоминая эпизод из «Войны и мира», когда князь Андрей Болконский вот на Аустерлицком поле вот ведет себя как Наполеон со знаменем в руках, устремляясь вот вперед, увлекая за собой отступающих солдат, ну а потом вот опрокинутый навзничь уже не бежит, вот так сказать, по горизонтали жизненной, а вот Бог или он сам вот смотрит, Бог заставляет его посмотреть наверх, вот возникает как бы вертикаль жизни и переосмысление ценностей, идеалов Болконского происходит. И последнюю страницу с иллюстрацией, пожалуйста, покажите. Угу. И вот ребенок
используя хрестоматийный, немножко масштаб можно уменьшить, чтобы вся картина была видна. Ребенок, используя хрестоматийный пример, уж сколько раз вот дети к нему обращались в процессе обучения, вот, не воспользовался возможностью подчеркнуть вот эту параллель между князем Болконским и Наполеоном. Вы видите на картине. Где картина? Вы покажите картину. На картине Антуана Гро, ну вот и говори. На картине Антуана Гро французского художника изображается Наполеон на Аркольском мосту, как раз со знаменем в руках. И можно сказать, что, да, что в контексте романа имеет место вот такой своеобразный парафразис, да? Ну, это скорее аллюзия. Она, конечно, вот как бы не угадывается сразу. Нужен такой широкий исторический кругозор и знание творческой истории романа эпопеи. Но если на уроках, посвященных войне и миру Толстого, учитель проводил вот эту параллель между образом словесным и образом вот художественным, вот этой картины, то совершенно очевидно вот эта ориентация князя Болконского на Наполеона, когда он примеряет как бы на себя чужую роль, вот модель жизни другого человека, и только в итоге понимает, что она не соответствует его устремлениям, которые изменились. Вот таким образом и редактируется текст сочинения, и новое знание наращивается, когда классический текст понимается более глубоко. Так, возвращаемся вот к нашим презентациям. И я думаю, что вот у нас еще, слава богу, остается время для того, чтобы обещанную технологию, помогающую написать сочинение, представить. Ну вот об этом вам будет говорить доцент нашей кафедры Юлия Александровна Шанина. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я вас рада приветствовать хотя бы дистанционно в нынешних условиях. И сегодня мое выступление будет посвящено проблеме использования интеллект-карты при подготовке к итоговому сочинению. И я остановлюсь немножечко на теории, но и на практике. Нужно сказать, что у нас уже наш центр проводил неоднократно подобные семинары по подготовке к сочинению. И я выступала, рассказывала о различных технологиях. И надо сказать, что вот именно использование интеллект-карты, оно как-то осталось немножечко в стороне, что ли. Я больше останавливалась на риторической модели. Но вот в современных условиях мне кажется, что именно вот эта технология, она наиболее востребованная, что ли, и во многом, и продуктивная. Ну, прежде всего, обратимся к понятию интеллект-карты. Надо сказать, что вообще существует несколько терминов, которые называют вот это явление, что ли, технологию. По-русски это звучит как интеллект-карта, также используют и транслитерацию с английского mind map на сегодняшний день очень широко, или иначе ментальная карта. Ну вот на данном слайде вы видите один из, с такой общую схему ментальной карты, ну и рассмотрим, каково действительно вот ее, что ли, что-то я не могу переключить.
Действительно, интеллект-карта – это схема, предназначенная для визуализации информации при ее обработке человеком. И это самое общее определение. И надо сказать, что интеллект-карта используется в самых разных областях. И это в том числе и образование и обучение. И надо подчеркнуть, что можно использовать интеллект-карту как при обработке большого объема информации, ну, например, это параграф учебника или лекция, но и вместе с тем и в обратном, так сказать, направлении при собственной разработке той или иной проблемы. Какие здесь есть преимущества при использовании интеллект-карты? Давайте попробуем вот эти преимущества разобрать по отношению к итоговому сочинению. Развитие ассоциативного мышления, опора на ассоциативное мышление. Надо подчеркнуть, что современные ученые говорят о том, что одно из основных качеств человеческого мышления – это именно его ассоциативность. То есть, как бы нам ни хотелось, мы не мыслим логически, мы мыслим по ассоциациям, и как раз вот при интеллект-карта эту особенность человеческого мышления использует. Но при этом она позволяет быстро упорядочить мысли, запомнить наши ходы, что ли, вот эти мыслительные идеи, распланировать сочинение очень четко. И экономия времени, да, действительно, она и при работе с интеллект-картой тоже присутствует, и при подготовке к сочинению, потому что всем известен эффект чистого листа, когда ученик может просидеть целый урок перед чистым листом и так и не понять, что же ему написать. Интеллект-карта, она позволяет вот это время сэкономить, и если вы работаете над интеллект-картой, чистого листа никак не получится, он обязательно у вас будет заполнен текстом, хотя бы пока вот планом, что ли, сочинения, за короткий промежуток времени он обязательно получится, какой-то проспект, что ли, тезисный разработки темы сочинения. И поэтому это, конечно же, достижение успеха, обязательное достижение успеха. Еще нужно подчеркнуть, почему на сегодняшний день, как мне кажется, эта технология очень востребована и очень, может быть, и широко использована. Это программное обеспечение, которое существует для создания ментальных карт. И действительно сегодня есть много онлайн-сервисов, они разные, многие из них платные, конечно же. И они позволяют создать вот такое очень красивое цветное древо. И у этих программ очень много возможностей, и очень важно, что работать в этой программе можно командно, то есть можно совместно редактировать ту или иную интеллект-карту, и это означает, что это дает возможности для использования при дистанционном обучении, и вообще является очень эффективным. Но я вам вот демонстрирую скриншот одного из подобных сервисов, называется он Miro, но тут сложно сейчас, вот это тема отдельного семинара, как этими сервисами пользоваться, и поэтому мы сегодня как бы оставляем это за скобками для самообучения. Существует много роликов, что ли, посвященных тому, как работать с этими программами. Это пока такая для вас идея, что ли, которую действительно можно использовать. Хотя, конечно же, можно использовать просто возможность PowerPoint. Есть там такая опция вставки Smart Art фигур, которые по сути являются ментальными картами, то есть готовыми моделями уже ментальных карт. Разработаны определенные этапы составления интеллект-карты, но не все они обязательны в данном случае, потому что, в частности, мозговой штурм, определение базовой темы уже есть. Для нас это сделали разработчики FIPI, те, кто разрабатывал основные темы и направления итогового сочинения. Далее выделяются основные понятия, ключевые, которые связаны с этой темой. Они устанавливаются в определенной иерархии, то есть, как правило, интеллект-карта формируется от общего к более частному. Это вот такая логическая иерархия, которую необходимо установить. Ну и последний этап – это уже конкретизация, то есть когда каждый отдельный пункт наполняется уже определенным содержанием. И более конкретно пошаговой инструкции я возвращаюсь вот к тому слайду, той картинке, общей схеме ментальной карты, которая была в самом начале презентации. Действительно, первоначально в центре
листа, можно и письменно, от руки делать ментальную карту. Располагается основная тема, идея. Здесь можно сформулировать действительно идею, которая будет развиваться в сочинении. Можно расположить и само тематическое направление. Далее отводятся ветки. Лучше работать разными цветами для того, чтобы карта хорошо запоминалась. Цвета также могут маркировать какие-то, эмоциональную оценку, что ли, то развитие темы в положительном ключе или негативном, да, там черный, допустим, красный или какие-то другие цвета. И затем простраиваются несколько уровней. Как вы видите, это темы и подтемы. Ну и считается, что карта достаточно 3 уровня в ментальной карте, 3 уровня развития темы, подтем. Этого вполне достаточно. Ну и демонстрируется связь между понятиями, это тоже важно. То есть внутри подтем тоже могут быть какие-то переходы, что ли, связи, вернее сказать. Не могу И несомненное достоинство применения интеллект-карт при подготовке к итоговому сочинению. Прежде всего, очень быстро набирается круг слов и понятий, которые необходимы для разработки данной темы. Не случайно наши коллеги, филологи, которые преподают иностранные языки, очень активно используют интеллект-карты, потому что одна интеллект-карта может включать в себя порядка 100 лексических единиц для разработки той или иной темы, но, к сожалению, современные носители русского языка, даже носители русского языка, испытывают сложности в подборе слов. Не все учащиеся, лексика не всех учащихся богата, и, как правило, сочинения изобилуют тавтологией, и как раз вот работа над интеллект-картой позволяет расширить словарный запас. Также это позволяет многоаспектно рассмотреть проблему. Сейчас мы с вами посмотрим, как это может получиться. И уже сам ученик может понять, какие же варианты вот данного направления тематического он может получить непосредственно на экзамене. То есть какая же будет действительно тема возможная и как она может повернуться неожиданным образом. Это, конечно же, креативность и несомненная самостоятельность. Нигде нельзя в интернете скачать интеллект-карту как сочинение готовое. Да? Вы нигде не можете взять уже готовую схему вот по данному тематическому направлению. Если вы дадите задание ученику составить интеллект-карту, он, естественно, вынужден будет сам сесть ее составить, потому что ее просто неоткуда взять. У него неизбежно появятся свои собственные мысли, и неизбежно за этим может последовать оригинальный текст, не взятый из интернета. Также, как я уже говорила, это возможности дистанционного обучения, использование онлайн-сервисов с командной работой. Но здесь есть, конечно, проблема самообучения, да, потому что, собственно, наши обучающиеся очень активно овладевают самыми различными цифровыми технологиями, и даже, возможно, они будут более продвинуты в этом вопросе по сравнению с нами, к сожалению. Ну и интересно, что когда простраивается интеллект-карта, сразу же высвечиваются тематические связи между различными направлениями итогового сочинения. То есть мы можем увидеть, как связано мое, допустим, я и другие, и время перемены или какие-то другие темы. Да, разговор с собой, да, то есть вот как они друг друга перетекают, и это позволит учащимся создать какие-то универсальные фрагменты текста, сочинения для того, чтобы потом использовать их непосредственно на экзамене. Рассмотрим алгоритм работы по тематическим направлениям итогового сочинения вот этого года. Как же работать по конкретным темам. Я вам уже показала общий такой алгоритм, что ли, работы над интеллект-картой, но это алгоритм для любой сферы деятельности, да, начиная от бизнеса и заканчивая образованием. Но вот их можно немножечко подкорректировать по отношению к нашей вот такой узкой задаче подготовки к итоговому сочинению. Возьмем для примера тематическое направление «Я и другие». ФИПИ дает такой, не совсем комментарий, не совсем он развернутый, но тем не менее он как-то нам позволяет сориентироваться в теме. Что с этим комментарием можно сделать? В нем можно выделить ключевые слова.
общие и которые можно разделить на общие понятия и более частные. Вот в данном случае я эти слова ключевые выделила. И да, но и здесь я хотела бы подчеркнуть, что среди этих слов можно выделить частные, да, более частные моменты. Ну, например, более частные – это способы и причины конфликта, а более общие – это формы взаимодействия, самоопределение, собственно, конфликт, понимание и согласие. В результате, после того, как мы выделили эти ключевые слова, мы должны построить, собственно, вот интеллект-карту, где будет прослеживаться определенная иерархия. В центре действительно я и другие. Обратите внимание, что данный фрагмент интеллект-карты, она не простроена до конца, но тем не менее она построена с использованием возможностей PowerPoint. То есть это не какая такая не новая далеко программа, и многие ей владеют. Значит, какие мы здесь получаем направления общие? Это самоопределение в обществе, конфликт, формы взаимодействия и согласия. Далее уже после того, как мы их определили, сразу же возникают неизбежные ассоциации с тем или иным направлением в разработке тем. Ну, например, самоопределение в обществе – это, конечно же, выбор профессии, формы взаимодействия – это любовь и дружба, конфликт и согласие. Здесь действительно есть общие такие моменты. Это причины, например, конфликта и пути разрешения конфликта или пути прихода к согласию. Но надо подчеркнуть, что вот эти вот абстрактные понятия, философские во многом, согласие, конфликт, далее и другие формы взаимодействия, не совсем они сформированы в сознании наших учащихся. То есть философия как предмет не преподается, все это на откуп литературы и истории отдано, немножечко обществознания. Поэтому следующее, чтобы конкретизировать эти понятия, здесь нужно обратиться, несомненно, к толковым словарям, синонимов и антонимов, которые позволят учащемуся все-таки точно понять, что же это слово означает, и чтобы оно наполнилось каким-то конкретным содержанием. Кроме этого, можно подбирать какие-то ассоциативные слова, образы, конечно. Ну вот об образах мы чуть-чуть попозже еще по отношению к другому направлению поговорим подробнее. И после того, как эта работа проведена и создан целый перечень каких-то таких слов, которые связаны вот с этим направлением, можно уже простроить вот такой фрагмент интеллект-карты. Когда мы говорим конфликт, действительно мы можем вот эти слова набросать. Это причины. Какие они причины? Неприятие перемен и максимализм личный. Неприятие перемен, кстати, вот тут сразу перемены в обществе, да, то есть вот тут вот переход такой тематический обнаруживается. Какой может быть конфликт? Трагический, нравственный, комический, драматический, идейный. Вы это можете дальше продолжить. На самом деле здесь не все слова, которые не весь ряд слов. Последствия, конечно же, тоже не все обозначены, но основные. Одиночество, столкновение, победа или поражение. Формы – это бунт героя, как, например, в Дубровском, или Пушкина, или бегство героя, или внутренний протест. И пути к согласию – это приспособление или компромисс. И после того, как вот следующий этап, после того, как, ну, собственно, вот уже вы знакомились с примерами произведений, да, литературных, вернемся обратно вот к этому слайду, действительно, вот распределив эти слова, далее следующий, четвертый этап – это уже конкретизация. То есть, где мы увидим идейный конфликт, на каких примерах мы можем его рассмотреть? Это Базаров и Кирсанов. Где мы можем увидеть приспособление как скрытие конфликта между личностью и обществом? Это Ионыч, который вот как бы согласился с путем успеха, который предлагается обществом, ну и по сути утратил свои личностные качества. Ну и так далее. Здесь приведены примеры, но они, конечно же, могут быть существенно расширены, несомненно, и вы можете предложить учащимся, допустим, вот эту схему, ну, что-то закрыть, да, что-то убрать и предложить им самим заполнить, конкретизировать какие-то отдельные фрагменты. Теперь давайте попробуем приложить
вот данную схему конкретным примером тем. Да? Примерные темы вы тоже уже рассматривали, но вот давайте остановимся, допустим, на теме номер 7. Чем опасны конфликты? Вернемся к нашей схеме. И здесь мы видим, что действительно эту тему, обратившись к интеллект-карте, мы можем легко раскрыть. Это последствия. Да? Чем опасны конфликты? Возможным одиночеством, как это произошло с Чацким, или последствия конфликтов. Это у кого-то победа, но вопрос тоже, какой ценой. Да? Для кого-то поражение, это смерть, как в случае столкновения Онегина и Ленского, казалось бы, ну, из-за пустяка, да, не стоящая причина, не такой конфликт, пустой, что ли, во многом. Или это может быть вынужденное столкновение, да, последствия, когда необходимо отстоять свою честь. И этому масса примеров в русской литературе. Я вот здесь просто обозначила поединки чести. Здесь можно вспомнить и Пушкина, и Куприна, и Лермонтова. Да, здесь целый ряд авторов тоже вот эту тему поединков чести разрабатывали мы уже не один год, и вы, и мы как методисты, и вы как методисты. И здесь масса материала. То есть вы видите, что вот мы как бы обращаемся к той или иной теме, и мы уже с нулем, как говорится, с пустым листом не останемся. И довольно-таки быстро мы можем начать разрабатывать, развертывать ту или иную тему. Так, немножко не переключу опять. Так, ну и перейдем к следующему моменту. Это фрагменты интеллект-карты по направлению, возможно, самому сложному, вызывающему много споров между прошлым и будущим, портрет моего поколения. Опять же, обратимся, здесь можно на самом деле не жестко следовать вот тем этапам работы над интеллект-картом, о которых я говорила. Я предложу несколько фрагментов разных интеллект-карт, как может вот быть разработано данное направление. Во-первых, если мы с вами обращаемся к рекомендациям ФИПИ, то мы здесь сразу обнаруживаем несколько противоположных понятий. Это прежде всего прошлое и будущее, да? Еще ключевые слова сходства и различия, которые могут тоже нас натолкнуть на пути развития темы. Итак, прошлое и будущее. Между прошлым и будущим, естественно, настоящее. Но в данном случае интеллект-карта выглядит внешне несколько иначе. Я просто взяла другую смарт-арт-фигуру, но все равно в центре наша тема «Герой времени» настоящее. И исходя из рекомендаций ФИПИ, герой времени оказывается между действительно прошлым и будущим. И здесь можно действительно разрабатывать эту тему, опираясь на сравнение между героями, которые были созданы в литературе XIX и XX века. Здесь они представлены: Онегин, Печоров, Базаров, Павел Корчагин. И герои, которые присутствуют в романах-антиутопиях Замятина, Хаксли, Оруэлла. Все эти герои рационалисты. И если мы вот в этом сопоставлении будем рассматривать современного героя времени, то мы обнаружим, что, конечно же, наш современник в большей степени рационалист. Да? Он не пойдет, скорее всего, на поводу своих чувств. И интересно, вот тут такая современная тенденция, что современный человек, с одной стороны, глубоко индивидуален, он как бы склонен к рефлексии, анализу своих чувств, но анализируя эти чувства, он часто впадает в крайнюю, вот, что ли, степень рефлексии, и здесь как бы привлекает больше рациональное, что ли, чем эмоциональное. И как раз вот эту вот победу разума над чувством Замятин в своем романе «Мы» хорошо демонстрирует. И вот интересно, насколько же мы приближаемся к этим героям антиутопий. Сегодня об этом можно порассуждать в сочинении.
Но вместе с тем хорошо в данном случае использовать и визуальный ассоциативный ряд. Как мне кажется, он очень продуктивен для разработки данной темы, потому что для сегодняшнего поколения очень характерна визуализация самого языка, да, то есть использование каких-то образов, схем вместо, в качестве, вернее, языковых единиц. И вот данный слайд, озаглавленный цитатой из знаменитой песни советского времени «Из чего же сделаны наши мальчишки или девчонки». И действительно обучающимся, можно предложить ответить на этот вопрос, используя самые разные средства или обратившись, допустим, к этому слайду, который бы они могли бы, возможно, сами продолжить. Но вы видите, что здесь вот эти визуальный ряд таких символов, которые наполнены совершенно определенным содержанием для современного поколения. Это лайк, облачное, да, хранение, геолокация, Wi-Fi, тренд, хэштег и так далее. И вместе с тем мы получаем целый ряд особых языковых единиц, которым пользуется современное поколение. Также можно использовать данные статистические, инфографики. Современное поколение называют поколением Z, и социальные исследования показывают, что действительно интересно этому поколению и к чему они стремятся. Ваши обучающиеся могут либо узнать себя в этом образе, нарисованном социологами, либо наоборот от него оттолкнуться и какие-то контраргументы предложить. Ну и перечень социальных сетей, да, которые тоже являются являются очень важной сферой жизни современного молодого человека и формой общения. Создав этот визуальный ряд, и я думаю, что если вы обратитесь с этим вопросом к своим учащимся, они его продолжат и очень дополнят интересно. В то же время вопрос, как организовать нам сочинение, да, как организовать рассуждение. И я предлагаю опереться на ту модель, которая дана в русской литературе XIX века. И не надо думать, что я предлагаю построить сочинение только на жизненном материале. Этого, конечно, требования не позволяют. Но в сопоставлении, кстати, в рекомендациях ФИПИ как раз так и сказано: обнаружьте сходство и различия с предшественниками. Достаточно же привлечь только один художественный текст. Как раз сопоставляя с предшественниками, мы можем создать образ нашего современника. Допустим, я взяла Базарова как образ наиболее хрестоматийный, много уроков посвящено, как-то характеристика Базарова очень хорошо представлена во всех учебных пособиях, и часто к нему уже обращались, и здесь легко выделить как раз способы характеристики героя. Это внешние черты, система взглядов, деятельность, черты характера, язык. И здесь есть уже ряд клише, связанных с этим образом, которые позволят очень легко, но клише это плохо для самого романа Тургенева, но в данном случае для разработки нашей темы это может помочь, как ни странно. Ряд клише, на сопоставлении с которым очень хорошо можно выделить образ нашего современника. Допустим, внешность. С чем ассоциируется внешность Базарова? Любой филолог ответит: это балахон и пресловутые красные руки. Да? Но уже вошедшие в анекдоты, но тем не менее в данном случае мы можем задать учащимся вопрос: а что же, какая такая внешность определит сегодняшний образ вашего сверстника? И я думаю, что по аналогии они могут назвать какие-то элементы одежды, допустим, спортивного стиля или мешковатой одежды или так далее, вызывающая, оригинальная, индивидуальная, яркая и так далее. Ну и назвать какие-то конкретные атрибуты. Я думаю, они лучше сделают. Я не решилась этого сделать за обучающихся. Я думаю, что они даже лучше наполнят этот слайд, чем я.
Отличается язык Базарова, да, он далек от этикета аристократического, а какой язык у современника, вот каким языком, если они встретятся, на каком языке будет разговаривать наш современник? Конечно, это сленг молодежный, это огромное количество использования заимствованных слов. Культурные запросы, если у Базарова их он от них отказывается, и вместо искусства и культуры все ценности для него представлены научной мыслью, то для современного подростка это экстремальные виды спорта, это рэп как направление музыкальное, это IT-технологии. И ценности тоже, они, собственно, очевидны, где-то вечная любовь и дружба, ну и вот эта самореализация, саморазвитие тоже то, к чему во многом стремится новое поколение. Деятельность. Если Базаров препарировал лягушек, что будет делать наш современник, вот подросток или юноша? И тоже здесь для нас очевидно, что такие направления деятельности современного подростка – это волонтерство, это самообразование. Интересно, вот сейчас такой есть тренд изучения каких-то языков. Чем сложнее, тем лучше. Например, японский, да, очень популярен среди подростков, очень востребован. Это творчество, это блогерство. Многие современные подростки имеют уже либо канал на YouTube, либо блог, который они ведут. Ну, конечно, тут не без стремления заработать деньги, но тем не менее кто-то в этом реализует себя и как творческое начало, что ли, но цели разные. И отсюда мы можем выделить и отличительные качества, которые могут быть и как положительные, и как отрицательные. Тоже я думаю, что ваш учащийся лучше дополнит этот перечень. Да, мы можем сказать, что новое поколение заражено потребительством, крайним индивидуализмом и, как следствие, разобщенностью, но вместе с тем можем подчеркнуть и их преимущества. Это невероятную мобильность социальную, например, креативность, независимость и так далее. Ну и вот тоже опираясь на эту карту, в сопоставлении с Базаровым можно простроить такое вот сочинение как раз с опорой на материал литературный. Ну и отвечая на вопрос, из чего же сделаны наши мальчишки или девчонки, здесь можно привлечь материалы публицистики. Я думаю, что в СМИ достаточно самого разного материала, связанного с оценкой современного поколения. Интересно, что много таких текстов по ЕГЭ по русскому в открытом доступе, которые есть на ФИПИ, там авторы указаны. И можно вот тоже к этим фрагментам обратиться и тоже где-то, может быть, поддержать автора, а где-то от противного утвердить свою точку зрения. Ну, у меня, в общем-то, все. Вот на этом я завершаю выступление. Спасибо большое, Юлия Александровна. Я думаю, коллеги вот высоко оценивают ваши рекомендации, потому что они такой вот конкретный, практический характер носят. И действительно данную интеллект-карту можно использовать именно в 11 классе, когда у детей уже определенные представления есть. И вот чтобы привести в какую-то систему, соответственно, требованиям, они, конечно, подобную интеллект-карту могут использовать. Ну, поскольку еще чуть-чуть у нас время осталось, я передам микрофон Юлии Александровне Шаниной, чтобы она еще добавила вот для вас, вот сказала еще о том материале современной литературы в широком смысле, который можно использовать при подготовке вот к последнему тематическому направлению. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что в последнее время вышло очень много списков рекомендованной литературы именно современных авторов, рекомендованной литературы для детей самых разных возрастов. Это и для начальной школы, и для пятиклассников, семиклассников, и для учащихся старших классов. И вот один из самых интересных, пожалуй, и таких востребованных списков – это список Натальи Евгеньевны Кутейкиной и Сергея Павловича Ароби. Где мы можем их найти?
мы можем обратиться к журналу «Школьная библиотека» 2016 года, номер 8. Этот журнал представлен в интернете, его можно скачать и на соответствующих страницах этот список обнаружить. Тот же самый список мы можем найти и в монографии этих авторов «Детско-подростковая литература 21 века». Чем ценна еще эта монография? Тем, что там представлены анализы произведений современных детских писателей и различного рода методические разработки. Это читательские конференции, беседы по предложенным текстам. И вот что касается портрета поколения современных детей и подростков, то, наверное, целесообразно было бы рассматривать эту тему, в том числе и на материале современной детской литературы. Монографию Кутейниковой и Ароби можно найти и бесплатно совершенно скачать с сайта Просвещения. Она находится в методической копилке издательства. Ну вот, пожалуй, все координаты. Спасибо за внимание. Так, уважаемые коллеги, я вижу здесь вот в чате достаточно много реплик, вопросов. Если вот Иван нам прокрутит сейчас ленту, мы постараемся на какие-то вот вопросы ответить уже сейчас. С самого начала, пожалуйста, да. Вот, спасибо за благодарные, за добрые слова, которые здесь вижу, тоже имеются. И я рада, что тут все районы нашей республики, школы представлены, вообще аудитория большая. Вот видите, это вот такой плюс онлайн-общения. Как вживую вы бы не все приехали к нам в университет, а вот так вот в интернет-пространстве мы с вами встретились, конечно. Так, вот подскажите, пожалуйста, произведения для последнего направления. Подойдут ли «Нежный возраст» Герасимова, «У монитора» Геласимова, да, и «Полет» Левшина. Думаю, что вполне подойдут. И если вы вместе с детьми прокомментируете эти тексты, выделите в них те тематические аспекты, которые связаны с данным направлением, то это продуктивный результат обеспечит. Так, со звуком плоховато, вот я вижу, да? Что еще тут? Да. Здесь вот в перечне вопросов был вопрос относительно произведений современных авторов. Вот я один адрес уже дала. Хотела бы обратить ваше внимание еще на один ресурс. Это журнальный зал. Там вы найдете толстые литературные журналы, названия которых многим известны: «Знамя», «Нева», «Дружба народов», «Иностранная литература» и так далее. Вот, поэтому там в соответствующих разделах вы найдете и рассказы, и стихи современных авторов, одобренных критиками, помещенных не случайно в эти толстые журналы. Что касается детской литературы, то самыми востребованными в последнее время авторами являются Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. И их произведения «Время всегда хорошее», «Гимназия номер 13» и так далее. Они на одном из слайдов нашей презентации представлены. Обращайтесь, не прогадайте. И еще один автор, Елена Габова, которая рассказывает о взаимоотношениях подростков. И чаще всего она эксплуатирует тему первой влюбленности. Ее тексты тоже часто привлекаются и используются в заданиях ОГЭ, ЕГЭ, наверное, не случайно. Спасибо. Я смотрю на ваши обращения, в частности, вы спрашиваете, можно ли будет воспользоваться материалом, который мы сегодня комментировали. Конечно, можно. Мы на все адреса, которые вы в своих заявках указали, и презентации наши, и другие материалы вышлем.
мы тут не эгоисты, мы понимаем, что вот эти материалы должны работать. Все мы заинтересованы в успехе наших школьников. Так что мы это обязательно вот сегодня, завтра вам всем вышлем. И еще раз я посмотрю все вопросы, которые вот вы сегодня задавали. И в приложении к записи семинара, которую вы тоже найдете вот по ссылке, то есть это не только вот ссылка такая вот сиюминутная, активная, запись семинара вот по этому адресу сохранится, и вы сможете и еще раз ее прослушать. Я думаю, что вы нашу помощь по достоинству сможете оценить. Ну и еще последнее к вам обращение. Вы видите, что в нашем центре подготовки к ЕГЭ по русскому языку, ГИА, вернее, государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе, которые уже на протяжении многих лет функционируют в нашем Институте филологического образования и межкультурных коммуникаций, ведется большая работа. И мы не только с учителями встречаемся, общаемся, но и с детьми занятия проводим. Ну вот в нынешних условиях, я думаю, вы сможете воспользоваться вот такой предлагаемой возможностью. Дети могут написать сочинение, прислать нам на проверку, и мы их оценим, отредактируем по той модели, которую вам показали. Так что вот и в нынешних условиях пробные сочинения, скажем, можно провести, и наши вузовские эксперты их проверят. Вот, кстати, мы все являемся такими экспертами. Ну и кроме нас есть и другие коллеги, которые способны на вузовском уровне проверить итоговые сочинения. Причем не только по школьной шкале зачет, не зачет, но и по вузовским критериям тоже, что детям будет нужно. Таким образом, вот я предлагаю вам воспользоваться нашими ресурсами. Вот вы можете организовать процедуру написания пробного сочинения, прислать написанные детьми написанные детьми сочинения нам на проверку, и мы их оценим. И к тому же мы всегда составляем развернутую аналитическую справку, отмечая в ней типичные ошибки и недочеты. Вот. Ну и таблицы всякого рода тоже составляем, из которых будет видна степень подготовки каждого ученика. Ну, вот с возможностями, с работой нашего центра многие школы и даже районы знакомы, так что предлагаю продолжить это сотрудничество. Обращайтесь вот по тому электронному адресу, который вы получили в информационном письме. Ну и с каждым районом или школой мы согласуем условия проведения так называемого пробного сочинения. Ну, сейчас пока итогового, ну, а потом уже начнется этап напряженной подготовки к сочинению по русскому языку. Ну, по сути, мы все сказали, Дикси. Вот, и общение наше уже продолжится вот заочно, как ответы на ваши вопросы. Вот, вы еще будете смотреть наши презентации. Пожалуйста, их используйте, добавляйте, вот, расширяйте на свое усмотрение, используйте. Ну и, конечно, вот попробуйте проверить продуктивные возможности интеллект-карты. Это и вам, и детям интересно будет делать. Благодарю вас всех за терпение, за внимание. Я вижу, что вот на связи большое количество учителей осталось, и много
благодарственных слов они тут написали. Нам это тоже очень приятно. Вы правильно отметили, что большая работа наша вот за этим семинаром стоит. Ну и где-то и недельная подготовка, и не только. Ну и вот весь наш многолетний опыт, так же, как и ваш, здесь сработал. Так что будем вместе дальше идти по тернистому пути обучения наших школьников, ну, сочинением в данном случае. Спасибо, удачи, успехов и, конечно, всем здоровья. Будем надеяться, что вот минует нас эта напасть, когда-нибудь закончится, и вернемся мы к нормальной жизни. Спасибо за внимание.